Контроль за исполнением решением комитета лежит не только на самих исполнителях, но и на аппарате Совета безопасности региона. Об этом заявил глава Ингушетии Юнусбек Кивкуров в начале своего выступления. План, по словам руководителя региона, разработан в рамках заседания НАК. И в нем, в частности, отражены нарекания в адрес муниципальных АТК. Мы в рамках заседания НАК разработали план устранения недостатков. Не скажу, что мы были на худших позициях. В принципе, мы достойно там представлены по всем позициям направлениям, но тем не менее есть замечания, недостатки. В том числе в части, касающейся муниципальных образований, муниципальных АТК, требуют от глав муниципальных образований изучить план устранения недостатков и в определенные сроки это все устранить. Секретарь регионального совбеза Ахмед Зейтов сообщил, что план реализации предложений и мероприятий, рассмотренных на заседании НАК, уже разработан и в ближайшие дни будет разослан всем для исполнения. В проект протокола нашего заседания включены поручения, данные в том числе по итогам проведенного в Москве заседания НАК. В частности, это поручение касается антитеррористической защищенности объектов, потенциальных террористических посягательств, а также поручений на осуществление мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму. Аппаратом антитеррористической комиссии Республики Ингушетия проведем анализ исполнения решений Национального антитеррористического комитета и антитеррористической комиссии Республики Ингушетия по состоянию на 01.10.2017 года. На указанный период на контроле аппарата АТК находилось 24 протокольных поручений Национального антитеррористического комитета, из которых все указанные поручения исполнены в полном объеме и установлены аппаратом НАК сроки. По состоянию на 01.10.2017 года в республике проведено 6 заседаний Республиканской антитеррористической комиссии, в том числе 2 плановых и 4 неплановых. В ходе заседания руководитель региона обратил внимание присутствующих на необходимость своевременного информирования населения в средствах массовой информации и социальных сетях. Он считает, что отсутствие оперативных пресс-релизов и комментариев на ведомственных интернет-ресурсах, в первую очередь официальных сайтах, вызывает в обществе кривотолки и ложные версии. В качестве примера Юнусбек Кивкуров привел историю с задержанием Исы Гамботова. Вот произошел случай задержания некого Гамботова. Все, тут же в интернете. А кто первый начинает? Первый начинают родственники. А родственники надо обязательно со всех сторон себе найти сочувствующих. И все молчат. И Минnas ничего не говорит. И, ну и, конечно, там пресс-служба МВД. Когда спокойно может тут же выложить пресс-релиз МВД, там пресс-службы, и Совета безопасности. Граждане, успокойтесь. Это мероприятие проводит главк МВД Северо-Кавказского федерального округа. Инициатор розыска есть. Есть состав преступления. Человек находится с 1999 года в розыске. И Совету безопасности здесь выступит и сказать: друзья, мы уже сколько раз говорим, у нас есть адаптационная комиссия. Он с Троицкого? Да. Есть у нас адаптационная комиссия Сунжского района? Обратился он туда? Нет. Друзья, помогите мне, я в розыске нахожусь. Прокуратура не обращался, Андрей Владимирович. Адаптационная комиссия не обращался, никуда не обращался, если он не виноват, если виноват в том числе. Но он не мог не знать, что он в розыске находится. Мы создали все площадки, почему ему и другим, которые находятся в розыске, что сидеть, прятаться? Ну хотя бы, по крайней мере, заявитесь, мы поможем. Мы не говорим, что вас освободим от ответственности. Ну уж точно мешаемся, поможем. Мы учтем, посмотрим, прокурор сидит, вся власть есть. Давайте мы посмотрим. Но уж точно, если в республике кто-то прибежал, спрятался, совершив где-то преступление, в Москве, в Хабаровске, неважно где, в Казахстане, и оттуда придет установка, и будет его задержание, никто этому мешать не будет. Наоборот, будет помогать по закону. Также Юнусбек Кивкуров добавил, что недоработка конкретно в этом случае накалила негатив в межнациональных отношениях, в отношении местных правоохранительных органов и власти в целом. Особое внимание глава региона акцентировал на профилактическую работу в сети интернет. Надо, вот здесь как раз, Дмитрий Богданович, и вам, и Совета безопасности, вот тех, кто в комментариях, их надо показать. Почему? Разжигание межнациональной розни. Ну и факты привести, где по нашей заявке мы тоже задерживаем там некоторых товарищей, которые где-то там, и тоже сюда привозят. Мы тоже показать факты. Это взаимодействие.
Это органы правопорядка федеральные работают. Далее на заседании обсудили вопрос террористической защищенности объектов и мест массового пребывания людей, работу, проделанную Карабулакским АТК. Хади Забриева, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев. Новости 24.